Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто у вас уже на пороге? Кто входит в вашу жизнь, в ваш дом? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Так, у вас прямо на самом пороге идет человек, которого, не то чтобы вы не помните, но так, подстерся из вашей памяти. Человек, о котором вы не вспоминаете, о котором вы не думаете, о котором вы практически уже забыли. Человек был в вашей жизни. Скорее всего, была какая-то симпатия, либо какое-то знакомство такое непонятное, мутное у вас с этим человеком было. Давно это было, давно. Вот в памяти у вас практически не сохранился этот человек. Если увидите, то узнаете. А если сейчас сказать вам имя этого человека, будете там 10 вариантов перебирать, так и не угадаете, о ком я говорю. Такой человек идет. Почему-то этот человек выбрал именно это время для того, чтобы попытаться еще раз с вами наладить отношения. Ему хочется с вами отношений любовного характера. То есть, как правильно сказать, не замуж вас позвать, а скорее в любовнице вас позвать. Вы это сразу почувствуете, либо поймете. Может быть, он и напрямую вам скажет, что он так и так. Хочу, не могу, жить без тебя не могу, вот прямо аж трясет, как я тебя хочу. Вы таких отношений, скорее всего, не ищете. Может быть, даже и в прошлый раз у вас не получилось, потому что он настроен был только лишь на такие легкие, поверхностные отношения. То есть вы ему из-за этого могли отказать. Неоднозначная у вас позиция будет по поводу этого человека. Я вижу, что вы немножко и растеряетесь, и немножечко так, не знаю, не то скажете, не так действовать будете, как действовали бы в обычном режиме. Как-то он вас врасплох, что ли, застанет, вот прям как подкараулит где-то, либо как-то очень нагло ворвется в вашу жизнь. Такое двоякое ощущение, двоякое идет. Если у вас никого нету, кто-то и задумается, может быть, схожу с ним на свидание, хотя бы развеюсь, развлекусь. А, например, если у вас есть отношения, он может даже триггером стать на то, чтобы вы, например, с любимым поссорились. Кому понравится, если к его женщине подкатывает какой-то мужик, еще при параде, с цветами, например, с какими-то разговорами про неприличное. Девчонки, тут надо как-то себя обезопасить, либо иметь в виду, что такой персонаж может ворваться в вашу жизнь. Кстати, у кого-то даже отыграется такая история. У вас была подруга развелась, и муж этой подруги через какое-то время, после их развода, найдет вас и прям пристанет к вам, что я тебя люблю, я с женой развелся, потому что я тебя люблю. А вы такая, и что мне делать с этим, То есть достаточно скандальная история будет. Я вижу, что вы будете немного шокированы, удивлены, и это вас, знаете, как стряска для вас какая-то идет. Немножко понервничать даже придется из-за этого персонажа. Но он будет пытаться всеми силами навести мосты, то есть как-то с вами договориться, встречаться, хотя бы на одну встречу вас уговорить. То есть как-то он готовится,
главное идет, он готовится к этой встрече. Вас он хочет застать врасплох. Он знает, что вы сильная женщина, он знает, как вы умеете посылать, например, на небо за звездочкой. И чтобы не дать вам эту возможность, он будет пытаться застать вас врасплох. И у него, кстати, это может получиться. Где-то в 99,9% так оно и будет. То есть застанет вас врасплох. Ну, ничего, не застанет, потому что я вас предупредила. Ну, понятно, слова словами, а личная встреча, конечно, произведет на вас впечатление. Держите себя в руках, девчонки, и понимайте, что он настроен на легкие отношения. Это не исключает того, что ваши отношения могут со временем перерасти в серьезные, но я вижу, что вы будете не сильно им заинтересованы. Скорее, это он будет вами заинтересован. Так, еще. У вас на пороге какой-то зрелый мужчина, либо выглядит он зрело, может быть, он и молод, да, но жизнь его потаскала, и он раньше времени состарился. Может быть, молодой мужчина, но вот волосы, например, седые, там, взгляд такой серьезный, там, посмотришь в глаза, и как будто бы человек 10 жизней видел. Такой мужчина идет в вашу жизнь. Это какое-то знакомство, больше связано с профессиональной сферой. Ну, допустим, он сотрудник банка, он доктор, он, не знаю, учитель в школе у вашего ребенка. Да? Вот такой мужчина идет. Мужчина, у кого жизнь меняется, либо мужчина, который хотел бы поменять свою жизнь. Этот мужчина увидит ваш свет, ваш внутренний свет, ваше внутреннее сияние. И прям как мотылек полетит на этот свет. Просто полетит. Но он будет предлагать вам общение, скорее всего, будет цепляться за эту профессиональную базу. Ну, допустим, да, у вас там какие-то проблемы с банком. Он вам говорит: окей, я там типа разбираюсь, я работаю в этой сфере, я помогу. Давай там где-нибудь отдельно встретимся, поговорим. Либо дай свой телефон, либо дай там социальную сеть, я тебе напишу, там пообщаемся онлайн. Либо мужчина доктор, да, будет рассказывать вам про какие-то необычные методы, техники лечения. Там, типа, давайте я вам массаж поделаю или еще что-нибудь поделаю. Вот, то есть будет пользоваться тем, что он профессионально умеет делать, для того, чтобы с вами как-то, ну, максимально мягко, ненавязчиво, но встречаться, общаться и сойтись. Потому что у вас взгляд суровый, вас мужчины побаиваются. Да? Он так посмотрит на вас, скажет: ну нет, женщина просто королева, да, отошлет меня подальше, я не должен упустить эту возможность. Не сильно вы на него внимание обратите, вам будет казаться, что это просто какой-то учтивый мужчина, который хочет действительно вам помочь. Но нет, девочки, не все так однозначно. У него тут есть на вас план, просто он сразу его не раскроет. Так, еще тут корова вышла, корова с рогами. Ха-ха-ха-ха-ха. Да, но это про женщину. Женщину противную, женщину, которая, ну, такая, знаете, резкая на высказывание, резкая на суждение, за словом в карман не лезет. Вот этими рогами она может бодать, причем очень больно бодать умеет. Женщина очень, кстати, авторитетная, такая, знаете, ей бы в матриархат жить. Вот она бы всех строила и вдоль и впоперек. Такая женщина характерная. Вы знаете, вы этой женщине очень-очень зайдете. Вы ей понравитесь, как личность понравитесь. Вот она вас увидит как родственную душу. Хотя вы очень и не похожи друг на друга. Вот она к вам потянется. Мне почему-то кажется, что это какая-то начальница, может быть, какой-то педагог, человек, ну, в определенном, я не знаю, статусе, да, выше, чем вы, однозначно выше, чем вы. Вот она к вам будет благосклонна, она смотрит в вашу сторону, она в правой стороне выходит. Эта женщина вам что-то будет, ну, предлагать, помогать, вас в чем-то будет поддерживать. То есть на эту женщину вы можете смело опираться. Для вас, пожалуй, это будет самая приятная и самая перспективная встреча, знакомство за ближайшее время. Хорошая перспектива ваших отношений, но имейте в виду, что у женщины скандальный характер. То есть она
знаете, одной рукой гладит, а другой она может очень больно и ущипнуть. Вот имейте это в виду. Если она настроена на вас, она вам что-то предлагает, для вас что-то делает, ну, конечно же, то, пожалуйста, пользуйтесь моментом. Кстати, эта женщина склонна привязываться к людям. То есть, если она вас, как говорится, полюбила, привязалась к вам, записала вас в список своих лучших подружек, ее будет очень много в вашей жизни. Вот реально много. И всегда она будет приходить со своим мнением, со своими советами, со своими, там, не знаю, посылами и наставлениями. И тут уж ничего не поделаешь. Тут нужно ее принимать такой, как она есть, либо терпеть такой, как она есть. Но я вижу, что эта женщина все-таки, ну, в образе коровы вышла. Да? Корова — это молоко, это мясо, это полезное, понимаете, это очень полезное, выгодное знакомство, связь, знакомство. Вот в данном конкретном случае, вот прям песочек тоже рекомендует с этой женщиной задружиться, общаться и пользоваться этой возможностью. Так, еще идет приезд какого-то мужчины. Приезд, который он не будет афишировать. Скорее всего, мужчина то ли сюрприз хочет сделать, то ли, может быть, даже врасплох застать. Да, может быть, как проверочку такую вам делает. Думает, а вот не буду ей говорить, что я приезжаю. Да, приеду там ночью, посмотрим, кого она в шкафу прячет. Ну, шучу, конечно, да, но у кого-то прям такая отыграет, что мужчина вот, ну, в шутку, например, да, сделает вам такую проверку. Так, еще. Здесь новое знакомство через интернет, общение в интернете. Кто-то для себя откроет сайты знакомств, а кто-то уже знаток этих сайтов, и, скорее всего, прям очень приличный мужчина с вами познакомится. Прям вам напишет, возможно, даже несколько сообщений напишет, вы не сразу увидите, а потом, как увидите, скажете: вау, и хорош собой, и очень умен, и грамотно пишет, да, и правильные вещи он будет вам писать. Такое хорошее знакомство идет, очень, кстати, перспективное. Даже если вы там, например, по любовной тематике не сойдетесь, вы сможете дружить, общаться, он будет вас поддерживать, подсказывать. Очень мудрый человек, очень грамотный человек. Мне идет, что это человек иностранец. Иностранец, но, например, он любит культуру страны, где вы живете, да, либо очень интересуется этой страной. Тут как-то сам вас найдет. Сам, вот именно вот почему-то геолокация сыграет важную роль, почему он на вас выйдет. Хороший человек. Девочки, которые именно хотели замуж за иностранца, вот прекрасная возможность, прекрасный мужчина, из него получится замечательный, заботливый муж. Обратите внимание, общайтесь, договаривайтесь, встречайтесь, да, выстраивайте отношения. Человек не супер-бупер богатый, но и не бедный. То есть человек, ну, такой среднего достатка, человек чувствует себя абсолютно комфортно, и такую же комфортную жизнь может дать вам, вашим детям, вашим близким, если у вас все сложится, все сойдется. Единственное, что что-то вас будет смущать, может быть, потому что он иностранец, и у вас разные языки, может быть, потому что это все-таки интернет, ну, мало ли кто там в интернете-то скрывается, прячется. И еще момент, скорее всего, например, его локации и проживания. Может быть, это как-то, ну, прям совсем далеко от вас, и вы вот прям будете постоянно думать: ой, если я туда уеду, да, либо а как же мы встретимся, может, так далеко друг от друга живем, да, может, какие-то другие проблемы, да, будете об этом все время думать. Значит, не загружайте свою голову. Это вообще не должно вас беспокоить. Мужчина должен все это порешать, и он все это порешает. Вы лучше думайте о прекрасном, думайте о чувствах, думайте о любви, да, планируйте что-то хорошее. Вот. От этого мужчины не закрывайтесь, будьте естественны и не стесняйтесь этого мужчину. Говорите как есть, вот что нравится, что не нравится, чего хотите, чего желаете. Да? Вот скромничать в данном конкретном случае не надо. Поверьте, он дядька грамотный, он опытный в отношениях, и он любит, когда вот честно и в глаза говорят, что думают, что чувствуют, и причем по любым вопросам, понимаете, даже если, ну, я не знаю, там вы, может быть, не богато живете, да,
И вы думаете, вот как я ему скажу, да, он подумает, что я меркантильная. Девчонки, вот как раз-таки говорите как есть, говорите как есть. Не надо с ним там играть, пусть все будет между вами изначально честно и прямо, что мне этот мужчина нравится. Еще раз говорю, кто-то прям замуж за него выйдет, уедет к нему туда жить, а кто-то прям дружить будет и пользоваться его поддержкой, его помощью, ну, даже может быть и финансовой помощью, да, человек как друг может вам финансово помогать. Хороший, порядочный человек, он встретится. В интернете очень много мусора, а вам повезет, вам встретится хороший человек, благородный человек встретится. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.